С итогами деятельности Минприроды Ингушетии можно ознакомиться еще до начала коллегии. Во дворе Дома культуры на Зране в ряд выстроены несколько десятков машин марки «Нива». Их вручили егерям республики для защиты животного и растительного мира региона от браконьеров. Здесь и тяжелая техника, она предназначена для более сложных работ. Обнаружение незаконных рубок и при доставлении данных лесных насаждений в наши непосредственно нижние склады, которые у нас находятся в двух лесничествах. Он сразу лес грузит, я смотрю. Да, там манипуляторы, все это есть. Ага. Да, было приобретено 2 таких Урала, общая стоимость 11 миллионов 700 тысяч, это в рамках национального проекта «Экология». Уже в фойе ДК показывают работы деятельности Минприроды региона, а также бизнеса и общественности. В одной части выставки юные натуралисты готовят скворечники для птиц, чем заинтересовался и премьер. Должна быть шершавая или гладкая? Стенка. Гладкая. Нет, шершавая. Птичка не вылезет иначе по гладкой. Залезет, залетит, а назад никак. Вот смотрите, это самый главный секрет скворечника. Далее Владимир Сластенин ознакомился с работой лесного хозяйства региона, который входит в Минприроды Ингушетии. На стенде представлены инструменты работы. Все это лесники используют в своей профессиональной деятельности. Компактно все представлено, это даже не сотая часть того, что мы используем в работе. Ну, это вы все знаете, коптер, то, что мы проводим мониторинг, пожароопасный сезон. Какие районы? Полностью, везде, по всем лесничествам, это леса он поднимает, вот где надо, наиболее пожароопасные места, вот как начинается вот с марта месяца пожароопасный сезон. 2020, несмотря на эпидситуацию, для Минприроды выдался успешным. Основной акцент сделали на реализации нацпроекта «Экология». В его рамках сделано и планируется большой объем работы в очищении природы республики. Так, на карте региона уже нет нескольких крупных свалок. Их ликвидировали. А в течение нескольких ближайших лет планируют устранить и оставшиеся. Работы по рекультивации земельных участков, занятых данными свалками, необходимо окончить до 2023 года. При этом Минприроды Ингушетии уже проведена работа по ликвидации свалок города Назрань и сельского поселения Нестеровской общим объемом площадью 18,75 гектара. В прошедшем году успешно выполнена работа по организации рекультивации земельного участка, занятого свалкой города Молдовек площадью 20,8 гектара. Это, прошу заметить, самая большая свалка нашего региона. Данное мероприятие будет выполнено в 2021-2022 годах. Земельный участок, занятый свалкой города Карабулак, площадь 14,5 гектара, также будет рекультивирован до 2023 года. Тем самым к концу 2023 года будут восстановлены земельные участки, занятые свалками общей площадью 54 гектара. А также, прошу заметить, улучшено экологическое состояние жизни 220 тысяч жителей нашего региона. Сфера экологии определена в качестве одного из основных направлений стратегического развития России на период до 2025 года. Мероприятия, проводимые в рамках нацпроекта, значительно улучшат окружающий мир. Ингушетия в числе регионов, которые наиболее успешно справляются с задачами, поставленными президентом страны. Решите выразить слова благодарности от главы республики Калиматова Махмуда Али Макшарипыча за вашу очень нужную работу. Мы сегодня видели именно отношение к сохранению вот этой чистоты природы нашей Ингушетии. Ведь с этих вещей начинается воспитание, любовь к природе, любовь к родине. Поэтому я считаю, что за год сделано очень многое. Выставка сегодня это показала. Мне очень приятно сказать, что те контролирующие инстанции, начиная от проектного офиса в правительстве Республики Ингушетия и кончая на уровне аппарата полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе, говорят в унисон, что Министерство природы Ингушетии является, во-первых, локомотивом, во-вторых, является, прочно заняло лидирующие позиции в авангарде по сравнению с другими министерствами республики, которые также работают над выполнением других национальных проектов. Но вот, честное слово, я иногда жалею, что я не являюсь членом вашего коллектива. Нацпроект «Экология» также направлен и на сохранение флоры республики. В 2020 году восстановлено более 30 гектаров лесов, высажено около 80 тысяч саженцев. Сажали в основном белую акацию. Она хорошо приживается, а ее корни укрепляют почву в местах с обрывами, что позволяет избежать сход оползней. Появился в регионе и свой лесопитомник.
Надо отметить, что в 2020 году Рослесхоз опубликовал рейтинги эффективности осуществления переданных полномочий в области лесных отношений регионов Российской Федерации. Так вот, если мы ранние годы Республика Ингушетия занимала 78-е место среди 82 регионов Российской Федерации, то по настоящее время, в этом году, уже в 2020 году, мы заняли 4-е место по юге России и 2-е по Северокавказскому федеральному округу. Это небывалый рывок, небывалый рост. И итоги подводил Рослесхоз, не местные власти. Еще одна задача, стоящая перед министерством – организация системы обращения с твердыми бытовыми отходами. Так, для ее решения на территории региона планируется построить в Малгобекском районе полигон сортировки и переработки мусора. В этом году начнут разработку документации для этого проекта. Запомнился для республики 2020 и эко-акциями. Так, в рамках одной из них «Вода России» провели субботники на водных объектах региона. Активисты очистили более 5500 квадратных метров и собрали около 3500 кубометров мусора. Муслим Ганиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.